Программа «Салям» продолжается, 8:48, друзья, время столичное. Я напомню еще кое-что, да, для тех, кто любит музыку и хороших, качественных исполнителей. 17 числа в Тинькофф Холл состоится концерт, дебютный концерт Виталика Бурбона. И он у нас сегодня в студии. Слышь, бро, заряжай ружье и давай стреляй прямо в сердце мне. Ну только не томи, давай побыстрей, я больше не могу думать о ней. Слышь, бро, заряжай ружье и давай стреляй прямо в сердце мне. Ну что же ты томишь, давай побыстрей, я больше не могу думать о ней. А мне бы хоть раз проснуться без мысли о тебе. Знала бы ты, что у меня в голове, и какую там рисуешь ты картину обо мне. И вообще нужен ли я тебе? А я тебя взлетаю и падаю вниз. Между днем и ночью больше нет границ. И я тебя взлетаю и падаю вниз. Между днем и ночью больше нет границ. Слышь, бро, заряжай ружье и давай стреляй прямо в сердце мне. Ну только не томи, давай побыстрей, я больше не могу думать о ней. Слышь, бро, заряжай ружье и давай стреляй прямо в сердце мне. Ну что же ты томишь, давай побыстрей, я больше не могу думать о ней. А дальше мы дослушаем 17 числа. 17 числа, Тинькофф Холл. Во сколько? В 19:00, правильно? Начало в 8, но сбор гостей в 19:00. Сбор 19:00. Ну, я так понимаю, это самая такая популярная тебе песня, правильно? Вот, ну да. Те, которые многие знают, многие слышали, многие любят. Да, кстати, мы так и не представили. Да, вот я хотела... Ушли, с вами поздоровались. Виталий Лабыгин, да, более известен как Бурбон, лидер проекта Бурбон. И столь заводной мальчишка рядом с ним, который всю песню танцевал и пел, Дэн Шаханов, барабанщик группы «Люмен». Да, вот такая команда, я так понимаю, Коллаб будет какой-то поддерживать, прям. да, вас? Да, у нас поддерживает, Люман очень сильно поддерживает. Дэн непосредственно на альбоме «Путь», который мы будем презентовать, записал полностью всю... барабанную линию. Барабанную линию. Вообще. Да, и на концерте меня попросили сыграть сначала одну песню, а потом после отпуска в четверг мне сказали, а давай все играть. Ну и мы решили, да, и мы решили то, что я, гитарист Гарик из Люмен, будет играть тоже концерт. Да, это получается поддержкой, такой трамплин для меня. Потому что хорошая музыка, хорошее, очень прям вдаль смотрящее творчество. Поэтому поддержать друга, сыграть на концерте, тем более в такое непростое время, концерты, редкость. И для нас поэтому Уфа – музыкальная столица нашей страны, потому что поддерживает все друг друга. Понимаете? Настоящая дружба. Да. Ну, скажите честно, Виталий, вот группа «Люмен» такие мастодонты, уже можно сказать, мастодонты, действительно, музыканты с огромным опытом. Чему, может быть, они вас научили? О, слушайте, всему учат. Во-первых, и какой подход, да? Считай, ты вот берешь, сразу начинаешь работать с профессионалами, каждый день репетиции, каждый день там уже все досконально изучается, какие слова говорить. Потому что это целый процесс, я прям вообще туда, когда проникся, я обалдел вообще, насколько на самом деле вообще очень тяжело. Когда профессионально, то все тяжело. И вот все это для меня так обрушилось, когда так навесился, я обалдел просто. Думаю, блин, ребята просто, мощь. Поэтому они крутые, потому что занимаются. И вот каждый день у нас репетиции, сейчас научились, да много чему уже теперь научились. Каждый день. Студийный альбом «Путь». Мы уже говорили про него, вы приходили к нам с его презентацией, когда он появился в музыкальных площадках. Кстати, он есть на музыкальных площадках, если вы еще не слушали, уже давно пора себе добавить и узнать больше об нашем уфимском исполнителе, который, кстати, даже участвовал в проекте «Музыкастинг 2.0» и получил отличные оценки. Ну и вот этот финал хит. прошли там. И причем легко. Они, кстати, удивились. Я говорю, тогда, как сейчас помню, недавно пересматривал там, я просто в эфире им сказал, я говорю, да я что-то и не рассчитывал, я отправил. И все такие прям, знаешь, напряглись, типа, вообще-то мы старались, такое шоу делали. И в смысле, вы не хотели выиграть? Я говорю, да нет, я как-то отправил. И прошел в финал в итоге. Расстроили. Другие просто плакали, ну как так? Не, в итоге очень многие люди, медийные, не медийные, слушая творчество непосредственно Бурбона, очень верят в него, творчество нравится, и поэтому были даны многие
карт-бланша и только занимайся, только пиши, и для тебя, как говорится, будет будущее. Да, потому что поддержка такая, очень большая. Да. У Виталика музыка с таким, с русским национальным каким-то колоритом, мне С кажется. душой, я бы сказала. С душой русской, да, у нас вот я аккорды хотела на спросить разрыв. о том, что эта музыка, она записана, она доступна, но это впервые, когда вы выйдете на сцену и покажете зрителям вживую, и вложите ту эмоцию, которую каждая песня и породила, правильно? Да. И, кстати, да, записано-то все, опять же, на студии группы «Люмен». Опять же, там Качество, соответственно. качество наивысшее. Вообще высшее Виталь, просто. скажи вот вопрос такой. Вот ты же сам свои песни сочиняешь, правильно? Музыку, слова, все. Было ли такое, что ты начал с ребятами работать, и музыка начала меняться? Потому что все-таки одно Деформация дело, когда... происходит однозначно. Однозначно деформация происходит, но мы здесь коллаборации как происходит? Я, получается, когда приношу материал, мы уже обсуждаем, а здесь лучше вот это добавить, здесь это. Каждый что-то там берет, ну, добавляет Своё что-то вносит. свое, да, и получается, естественно, деформация происходит, но она не критичная. Да, я вам могу, знаете, как сказать, даже все привычные аранжировки непосредственно на альбоме, переигрывая на репетиционной базе, переигрываем такими музыкантами, как мы, я имею в виду рокового плана, все равно песня уже приобретает другое звучание, потому что я не, как говорится, поп-рокерский, ну, барабанщик, я более жесткий рокерский барабанщик, поэтому я вижу так, играю так, гитарист видит так, играет так. И еще в альбоме, записи альбома приняло много уфимских музыкантов участие на бэк-вокалах, на инструментах, на баяне, ну, на чем только было возможно, привлекали музыкантов, чтобы было интересно. Также будут привлечены эти же люди и на концерт. Так что я думаю, Женя будет, Сафина, все ее знают, она будет доиграть. я думаю, будет интересно. Да, будет очень круто. Вот, То есть альбом зазвучит по-новому 17 числа, просто потому что вживую? Как минимум в более другом звучании. Да, как минимум круто. А есть ли какая-то надеемся. песня, за которую вы переживаете, Виталик? Ну вот что-то, что... Очень переживаю, знаете, за какую песню, честно, за маму. Вот, потому Справитесь что... ли с эмоциями? Нет, да, потому что она очень такая, ну, Личная. песня, да, очень личная. Я не то, что за нее переживаю, я хочу, чтобы она понравилась. Естественно, на концерте будут родственники, естественно, мама. И чтобы ей понравилось, как я это спою. Поэтому для меня эта ответственность очень большая, и она как бы вызывает немножко трепет такой в сердце. Поверьте, вот даже мне с 23-летним опытом, как говорится, сцены, я выхожу на свой-то концерт, всегда боюсь, меня трясет, я помираю. А тут за месяц, выучили все песни, и выйти сыграть, меня вообще просто колошматит. Поэтому я понимаю Виталика, он вообще, у него дебютный на большой сцене. Там приедут же его родственники, мама, там, сестры. И его вообще просто, он даже уже поет на репетициях, его потряхивает. 80% билеты раскупили родня Бурбона, судя по рассказам Дэна. Нет, слушай, удивительно то, что с Санкт-Петербурга приезжают ребята. Ваши поклонники. Ну, как минимум. Даже наши поклонники. Ребята из С Питера Москвы. Я просто выдал Екатеринбург, Казань. Все едут в Уфу, чтобы послушать Угарчинский Бурбона. район. Это, кстати, там вот Питер? оттуда сложнее добраться. Да, нет, Угарчинский район. Республика Башкортостан тоже в курсе, она тоже приедет. Здорово. Еще раз, всей республике мы напоминаем, что 17 сентября, это уже в четверг, в Тинькофф-холле, в зале Колизео, в легендарном зале, в 20:00 состоится дебютный альбом, точнее, презентация дебютного студийного альбома «Путь» Виталия Лобыгина, проекта «Бурбон», и песню, которую вы услышали в начале нашей беседы, мы тоже послушаем уже полностью. И все остальные треки тоже. На сцене будут также музыканты группы «Люмен», которые обеспечат отличнейший звук. Поэтому надо быть. Вот все, что я могу сказать. Наши рекомендации, я думаю, вы услышали. Друзья, все. Виталь, Дэн, вам хорошо концерты, ребят. Самое главное, это что для артиста? Это благодарная публика. А я думаю, с такой музыкой и с такими исполнителями это уже 100% успех. Ну да. Все, ребят, хорошего концерта, Спасибо друзья. большое. Вам также отличного дня, берегите себя, будьте здоровы. Ну и до новых встреч.